студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Прямо сейчас на каналах НВК Саха-Якутия-24 глава Республики Саха-Якутия Эдсон Сергеевич Николаев подведет основные итоги работы в ноябре. Эдсон Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад видеть вас в нашей студии. Якутия продолжает реализацию мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, обозначенных в вашем указе. Недавно вы посетили Донецкую и Луганскую народные республики, где объявили о решении Минобороны о переименовании отряда БАРС-2 в гордое название Ботур. Вот за какие заслуги принято такое решение, ну и ваше отношение к нему? Конечно же, забота о наших военнослужащих, об их семьях – это одна из главных сегодня задач, которые стоят перед органами власти всех уровней. И я постоянно контролирую исполнение и моих решений, и решений нашего президента именно в этом направлении. На определенном этапе стал вопрос, что мер поддержки у нас стало достаточно больше уже, чем было в начале, но вместе с тем они вот были, знаете, по разным указам, по разным решениям. И я дал поручение их всех объединить в один указ, ну и прибавить ряд новых. И вот такой указ у нас в конце октября вышел, сегодня он уже полностью работает с 1 ноября. Там 28 мер поддержки военнослужащих и их семей. 20 из них — это те, которые раньше действовали, но были в разных у нас нормативно-правовых документах, и 8 — это новые. В том числе там и льготы по оплате жилья, там и меры поддержки детей, семей военнослужащих, предоставление им еще новых льгот. И сегодня, конечно же, главное, чтобы этот указ полностью заработал, чтобы тот же фонд защитников Отечества, те же наши управления соцзащиты, управление образования четко уже понимали и доводили, во-первых, и до семей военнослужащих, и до самих них, какие меры поддержки у нас сейчас появились и как ими пользоваться. Здесь надо быть более проактивными, потому что порой, к сожалению, я, общаясь с людьми, понимаю, что кто-то пользуются льготами, ну, особенности общераспространенные, а вот некоторые специфические, которые могли бы люди использовать, они, к сожалению, в силу незнания даже простых этих документов, ну, люди их не получают. Вот. И здесь, конечно, вот более проактивная позиция со стороны органов власти, со стороны тех учреждений, которые должны помогать нашим военнослужащим и членам их семьи, она очень важна. Вообще здесь нужно знать такое человеческое отношение, не просто прятаться за документы, там прятаться можно сколько угодно, да? У нас, к сожалению, это умеют делать. А вот по-человечески отнестись как на самом деле к этому, как очень важному делу и помочь людям, вот это то, что я сегодня требую у органов власти, и республиканских, и муниципальных, и территориальных органов федеральной власти, у всех тех структур, которые сегодня работают с нашими военными. Я, правильно сказали, недавно побывал на зоне специальной военной операции, был и в Донецкой Народной Республике, был в Луганской Народной Республике, встречался с главами республик. И, конечно же, посетил и наши опорники, видел, какая большая сейчас у нас работа там идет. Вместе с военными также отработали ряд дальнейших наших действий по помощи нашей армии, по более эффективному доведению помощи. Ну и, конечно, для меня и для всех вот ветеранов отряда «Ботур», с которыми я встречался, было очень таким, знаете, приятным событием письмо, которое я получил за подписью первого заместителя министра обороны Цаликова о том, что, признавая роль отряда «Ботур», его героическую роль как раз становления добровольческих отрядов, доблестную службу наших воинов. А у нас, еще раз напомню, и первый наш герой Александр Колесов из рядов Ботура вышел, 15 сегодня кавалеров Ордена Мужества, 119 бойцов награждены различными правительственными наградами, государственными наградами. И вот принято такое решение, предложено переименовать добровольческий батальон БАРС-2 в Ботур в знак как раз признания подвига бойцов из Якутии. Для нас, конечно, и это огромная честь, это огромная ответственность. Мы, конечно же, я разговаривал потом с первым заместителем министра обороны, поблагодарил его и министра обороны за такое решение, но и выразил полную поддержку этого решения, и также то, что мы наш
уже теперь батальон Ботур, конечно же, будем всецело поддерживать. Он себя отлично зарекомендовал. И у нас уже там и свои ветераны есть целая такая система подготовки бойцов для Ботура. Конечно, мы будем ее и дальше использовать. И не только использовать, но и дальше развивать, укреплять для достижения нашей общей победы над врагом. Как один из центров технологий, Якутия сейчас делает упор и на подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов. Да. На встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником обсудили вопросы разработки и сборки беспилотников для российских военных. Такие же планы обсуждались с чрезвычайным полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. На базе Якутского колледжа связи и энергетики открыто отделение, направленное на подготовку операторов БПЛА. Подобные курсы запущены также на базе физико-технического института СВФУ. Обучают как детей, так и взрослых. Каких результатов Якутия хочет достичь в плане использования беспилотников? Ну, если говорить об использовании беспилотников в сегодняшней специальной военной операции, то понятно, что беспилотники играют там ключевую роль. Это не секрет. И сегодня как раз подготовка тех операторов, которые умеют хорошо работать на этом направлении, не просто управлять, но и хорошо управлять этими беспилотниками, умеют их делать, умеют их чинить, это становится такой очень важной государственной задачей. Именно исходя из этих целей, в рамках нашего сотрудничества с Министерством обороны было принято решение в составе инженерных войск Российской Федерации в Восточном военном округе будут сформировать отдельное подразделение из бойцов из Якутии, который будет специализироваться как раз на работе с беспилотными летательными аппаратами. Сегодня уже такая работа, как вы знаете, идет. Достаточно большое количество заявлений поступает сюда. Большая часть первоначального уже отбора проведена. Вместе с тем еще будут решения и будет увеличиваться количество людей, которые в этом подразделении будут служить. Недавно как раз мы с Алексеем Олеговичем Чекунковым, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, посетили как раз первых бойцов, скажем так, этого подразделения. Ну и, конечно же, в рамках этой работы мы сегодня ведем работу также и по самим этим системам беспилотным. Здесь много вопросов и теоретических, и практических. Вдаваться во все эти нюансы не буду, но хочу сказать, что мы здесь намерены тоже очень серьезно погрузиться в тему. У нас есть кадры, у нас есть возможности для того, чтобы и самим разрабатывать, и в коллаборации с ведущими и предприятиями Беларуси, и теми нашими коллегами, которые сегодня уже напрямую, скажем так, задействованы в использовании этих беспилотников в специальной военной операции, с другими воинскими частями, на самом деле отрабатывать, брать самое лучшее, и готовить лучших специалистов. Поэтому работа здесь будет идти, большая, важная. И я практически каждую неделю сейчас как раз по этому направлению тоже ряд таких совещаний и с органами власти, и с предприятиями, с различными институтами развития тоже провожу для того, чтобы это, еще раз говорю, направление у нас в республике реально стало как такая отрасль определенная. Что касается использования авиации, то этот вопрос вы также обсуждали с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России Игорем Шумаковым. В частности, речь шла об итогах работы по искусственному вызыванию осадков во время 2 предыдущих пожароопасных периодов. Александр Сергеевич, какой опыт вы бы особенно подчеркнули в направлении вызывания осадков для тушения огня? Знаете, этот эксперимент у нас уже проводился 2 года, в 2022-2023 годах, пожароопасный сезон, по поручению президента. Я в свое время предложил президенту такой эксперимент Якутии провести, он его поддержал. И сегодня, вы знаете, на уровне Росгидромета, который отвечает как раз за мониторинг этого направления, есть полное понимание того, что эксперимент удался. Это один из немногих таких, экспериментов по управлению природными явлениями у нас в стране, да и вообще в мире их не так много. Это как раз, скажем так, пример технологий, так называемых природоподобных технологий, по развитию которых недавно тоже вышел отдельный указ президента нашей страны. И здесь Якутия тоже находится в передовых рядах. По оценкам, причем единодушным специалистов, ученых,
специалистов, которые были высказаны на совещании нашем совместном с Шумаковым Игорем, руководителем Росгидромета. Мнение такое, что именно благодаря правильному и своевременному вызыванию дождей, у нас искусственное вызывание дождей в июне месяце, нам удалось предотвратить ряд очень негативных тенденций, которые тогда намечались в части установления сухой, жаркой погоды уже в конце мая, в начале июня, с переходом их уже возникновения пожаров, где-то вот уже середины июня. Благодаря активному воздействию у нас в Центральной Якутии, в Вилюйской группе улусов, дожди прошли достаточно такие серьезные, хорошие. У нас и в итоге и травостой, на самом деле, лучший за последние годы. Но и самое главное, что пожаров практически у нас таких серьезных не было зафиксировано. Конечно, уже в июле-августе пожары были, там, где мы их и ждали, и в юго-восточное, и в юго-западном направлении, но они уже не смогли набрать того масштаба, который был, к сожалению, в 2021 году. А ведь еще раз говорю, что по оценкам специалистов, начало сезона у нас, май-июнь, он был даже шел по худшему сценарию, нежели чем сценарий 2021 года. Ну и благодаря правильному воздействию я считаю, что мы достигли хороших результатов. Но сейчас еще надо все равно работать, потому что наука, она не может окончательные выводы делать только на основании 2 сезонов, поэтому принято решение продлить эксперимент. У нас уже появился собственный сейчас самолет, переоборудованный Ан-26 в полярных авиалиниях именно под решение этих задач. И Росгидромет свою авиацию направит следующим летом. Ну и будем работать, чтобы еще раз проверить те гипотезы, которые есть у российских ученых, у практиков из определенных различных служб. Ну и в конечном итоге, еще раз говорю, чтобы достичь как раз лучшего результата и по тушению лесных пожаров, даже я бы сказал, предотвращению лесных пожаров, но и с тем, чтобы и по другим отраслям, в частности по сельскому хозяйству, у нас польза от этого эксперимента была. В конце месяца проведено масштабное событие в области инноваций. Это 2-й форум «Цифровой алмаз». В Якутск приезжали федеральные министры, руководители крупных IT-компаний. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Какие достижения Якутия показала на этом форуме, ну и какие подписанные документы, на ваш взгляд, имеют особое значение для республики? Знаете, форум «Цифровой алмаз» — это форум уже федерального уровня. Его проводит не Республика Саха-Якутия, его проводит Министерство цифрового развития, связи, коммуникации Российской Федерации вместе с Республикой Саха-Якутия. Он уже вошел во все планы мероприятий и этого года на федеральном уровне. Ну и уже и на следующий год тоже заявлено, что он тоже войдет в список этих приоритетных форумов именно в части цифрового развития. Были очень интересные площадки, на которых обсуждались практические вопросы по цифровому развитию, по цифровым медиа, по изготовлению контента для цифровых медиа, по анимации, по кино. Конечно же, для нас очень важно то, что более 10 регионов были представлены на уровне руководителей цифровой трансформации в регионах. Было много федеральных руководителей и министерств, и ведомств, руководителей крупных корпораций телекоммуникационных и IT-компаний. И, конечно же, это большое количество гостей, оно не только повышает статус самого мероприятия, это, конечно же, повышает и уровень в общем целом нашей аудитории, тех ребят, которые непосредственно занимаются этими вопросами. И я был рад, когда в залах видел много молодых ребят, которые только начинают заниматься этим бизнесом, которые в это направление только входят. Многие из них уже показали хорошие достижения. И, конечно же, я был очень рад, когда там многие приезжие гости очень высоко оценивали уровень именно нашей молодежи. Это говорит о том, что у нас, у нашей и IT-отрасли, и в целом в вопросах цифрового развития у Якутии есть замечательное большое будущее. Конечно, там соглашений было подписано очень много, начиная от защиты авторских прав, заканчивая уже рядом соглашений между непосредственно компаниями, которые работают в республике и вне нее. Но самое главное, еще раз говорю, наше достижение — это в том, что сегодня все видят, что Якутия является реально
лидером, одним из лидеров нашей страны в вопросах цифрового развития и готовы здесь как раз не только там доказывать свое превосходство, но и развивать новые направления и добиваться там успеха. В ноябре в Якутске открылась школа программирования от Сбера. В столицу республики посетил руководитель Сбербанка Герман Греф. Вместе с высоким гостем вы открыли кампус школы 21. Также руководитель Сбербанка посетил несколько объектов Якутска, включая креативный кластер «Квартал труда», и ознакомился с продуктами и услугами креативной индустрии региона. Вот что из себя представляет школа 21, ну и чему в ней можно научиться. Я рад, что Сбер шестым в стране вот открыл кампус школы 21 у нас именно в Якутске. Это шестая школа Сбера в стране в целом, первая на Дальнем Востоке, естественно. Вот. Эта школа уникальная. Там всем старше 18 лет и выше так, можно абсолютно бесплатно по 10 направлениям учиться и получить замечательное образование именно в области IT-технологий. Там самые разные, начиная от программирования, заканчивая компьютерным дизайном. Еще раз говорю, 10 направлений. Срок обучения от 1,5 до 3 лет. Конечно, надо пройти определенный интенсив, пройти конкурс для того, чтобы попасть в эту школу. Там заявок было очень много. Вот на первый поток, который сейчас уже начинает учиться. Вот. Якутская, как сказали, вот в Якутской, вот сегодня в Якутском кампусе две вещи уникальные. Во-первых, средний возраст около 30 лет, то есть это высокий уровень. То есть не одна молодежь, а у нас видно, что и старшее поколение с удовольствием подается и участвует в этом конкурсе. Во-вторых, то, что, опять же, по сравнению с другими школами Сбера, которые уже начали свою работу, большое количество женщин, девушек. Так, у нас 40%. Вот. В других школах гораздо меньше этот процент. Но это говорит о том, что у нас вот и прекрасная половина человечества жаждет получить именно образование в сфере IT. Выпускники этой школы, они, конечно же, и повышают свою квалификацию, становятся реально профессионалами своего дела. Все говорят, что никаких потом проблем по трудоустройству выпускников школы 21 нет. И с точки зрения заработной платы, с точки зрения будущей карьеры, конечно, это очень замечательная школа. Обучение в ней совсем идет по другому, нежели в традиционных вузах. Там, в первую очередь, это занятия идут 7 дней, 24 часа в сутки. Можно обучаться. Обучение идет без учителей, а именно через компьютер, но очень приветствуется коллективная работа тех, кто в школе учится. В общем, там очень интересно. Так, и еще раз говорю, вот, мы за рекордно короткие, опять же, сроки прошли путь от подписания документов до уже запуска школы. Я вот на питерском форуме в июне месяце с Германом Оскаровичем подписали декумент. Многие тогда и в Сбере, и у нас высказывали скепсис по поводу того, удастся ли нам до конца года эту школу открыть. Ну и вот 9 ноября школа открыта. Поэтому, конечно же, всем тем, кто желает получить хорошую IT-профессию, хочет реально стать в этой области профессионалом, конечно, можно и нужно, наверное, подаваться и обучаться в этой школе. На транспортной неделе, главном форуме отрасли в России и в Москве, торжественно открыт обновленный аэропорт Черский в Нижнеколымском районе Якутии. Открытие провели в режиме видеосвязи. Вот как продвигается реконструкция аэропортов республики, ну, в целом, да, и что отмечают федеральные руководители в этом направлении? Конечно, я считаю то, что вот в рамках транспортной недели, главного события в транспортной отрасли страны, ежегодным, было открыто именно два аэропорта. Аэропорт Архангельская и аэропорт Черский. Это показывает именно большой интерес государства и к Республике Саха-Якутия, к Архангельской области, и также показывает интерес и внимание государства к Арктике. Потому что оба региона мы арктические, и то, что государство сегодня в это непростое время находит большие, колоссальные средства и вкладывает их в ремонт и в реконструкцию аэропортов на далеком севере, это о многом говорит, в том числе и с точки зрения вот социального такого подхода к поддержке арктических территорий.
История реконструкции Черского, конечно, это долгая история. Мы знаем, в каком состоянии был. Последние 2 года работа шла там очень напряженно. Мы потратили почти 300 миллионов рублей из бюджета на субсидирование рейсов через Среднеколымск, чтобы люди могли вообще каким-то образом через Среднеколымск даже добираться до Якутска и далее. Было, конечно, много неудобств. Я хотел бы поблагодарить жителей Нижнеколымского района за понимание, за поддержку. Вот сегодня задача выполнена. Полоса уже не просто грунтовая, а уже искусственная полоса, то есть круглогодичная, уже сделана, отсыпка сделана, поэтому, надеюсь, и больше затоплений полосы уже не будет, да, которые раньше были все время ежегодно, так и весной. Ну и, конечно, качество полосы уже совсем другое, нежели грунтовка. И уверен, что сейчас реально жители Черского и в целом Нижнеколымского района забудут о тех проблемах, которые были раньше. И мы будем работу и дальше продолжать по другим нашим аэропортам. До конца года из крупных событий это ввод аэропортового комплекса у нас в Ниренгре. Большая работа за последние годы проведена, колоссальные средства государство потратило. Конечно, были и проблемы и при реконструкции взлетно-посадочной полосы, и сейчас уже при строительстве аэропортового комплекса. Но я уверен, что до конца года наша южная столица Ниренгри получит замечательный новый аэровокзальный комплекс, который отвечает реально статусу одного из крупнейших городов и нашей республики, и такого динамично развивающегося центра всей нашей Южной Якутии. Говоря о транспорте, нельзя не отметить появление 50-го моста в Якутии за 5 лет. Вот крупный объект в ноябре торжественно открыт на автодороге Мухтуя в Ленском районе. Вот, Александр Сергеевич, какое значение подобные мостовые переходы имеют для Якутии и России в целом, да, и как продвигается подготовка к строительству Ленского моста? Хочу сказать, что 50 мостов вот за эти 5 лет — это большое серьезное достижение. В том числе вот как раз юбилейный мост через реку Нюя по автодороге Мухтуя. Тоже он был аварийный, при этом мост этот стоит на стратегическом направлении, Ленск-Мирный. И, конечно, было очень много вопросов со стороны жителей, со стороны крупных наших компаний из-за аварийного состояния данного мостового перехода. Но вот, опять же, благодаря финансированию из федерального бюджета мы смогли закрыть этот вопрос, и реконструкция завершена. Ну, что реконструкция? На самом деле строительство нового моста, да, если называть вещи своими именами, с подъездными путями. Конечно же, это реально повышает безопасность движения на этом очень важном направлении. В следующие 5 лет у нас планка такая же. Мы должны тоже построить 50 мостовых переходов по разным нашим региональным дорогам. Задач здесь много, будем решать их. Что касается Ленского моста, работа здесь идет по плану. И я уже неоднократно озвучивал, сегодня уже появились средства и в государственных программах Российской Федерации, и даже в трехлетке в федеральном бюджете уже средства предусмотрены определенные. Поэтому у всех здесь и на федеральном уровне, и здесь у нас в республике мнение одно, что мы должны уже в 2024 году начать реальное строительство и выполнить решение президента, которое он уже оформил в виде поручения от 7 ноября этого года, о том, что мост Ленский должен быть к 2028 году построен. На днях открылся очень уютный дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Намцы, максимально приближенный к домашней обстановке, в котором использованы современные технологии и архитектурные решения. Также в Татинском Улусе введена крупная поликлиника на 200 посещений в смену. И это не единственные крупные соцобъекты, возводимые в селах республики по нацпроектам. Вот какие еще меры принимаются для обеспечения качественного медицинского и социального обслуживания в районах республики? Если говорить о социальной сфере, то здесь, конечно, благодаря, опять же, поддержке федерального центра, благодаря национальному проекту по демографии, под проекту «Старшее поколение» нашего президента Владимира Владимировича Путина, у нас в республике за последние годы появились замечательные объекты. Это и в Вилюйске, в Алекминске, в Алдане. И вот сейчас в Намцах, конечно, появился лучший такой дом для старшего поколения, для лиц с ограниченными возможностями у нас в Якутии.
Я сам там был несколько раз и в ходе строительства, и вот сейчас на открытии. Конечно, и строители постарались, но и видно, что наше государство уже может вкладываться в вот такие замечательные, хорошие проекты, которые, ну, реально, еще раз говорю, совсем недавно казались нам просто недостижимыми, особенности в сельской местности. И в Намцах вообще сейчас возникает очень хороший такой, знаете, квартал здоровья, как они его называют, где и будет центр помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вот и дом сейчас вот появился, социальный центр, будет сейчас больница построена, стройка уже активно идет. И это все говорит о том, что вот национальные проекты нашего лидера, нашего президента Владимира Владимировича Путина, это не только о городах, о городе Якутске, о других крупных городах, это также и о развитии наших сел. И дальних, и близких, и крупных, и малых. Вот. Планы у нас есть и дальше работать. Вот в следующем году уже должен такой аналогичный проект быть реализован в Мегино-Кангаласском улусе. Уже активно стройка идет, и в следующем году должна быть завершена. Что касается больниц, то здесь, конечно же, темпы просто впечатляют. У нас сейчас в районах республики должно строиться и должно быть введено в ближайшие годы 14 крупных врачебных комплексов различных, больничных комплексов. Это и районные больницы, это и районные поликлиники, это и крупные сельские больницы. И активно стройка идет. По большинству уже контракты заключены, финансирование с федерального бюджета и республиканского открыто. Вот сейчас вот Татинская поликлиника, которая тоже долгожданная появилась, да, люди ее ждали уже многие-многие годы. По всему это Кёлю были разбросаны вот эти деревянные здания, порой аварийные, так. И, конечно, то, что сейчас даже вот в Татинском улусе, в сельском улусе появляется уже в оснащении районной поликлиники 16-разовый компьютерный томограф, ну, конечно, совсем недавно даже для города Якутска томограф был большой редкостью, так, а сейчас это будет уже вот в районной больнице. Должны быть построены, введены у нас больницы в Момском улусе, в Арктическом, так, в Хану должна быть введена больница в Чурапче, строится еще в ряде уже сейчас у нас районных центров. В следующем году ждем окончания стройки в Усьмае. Вот. Поэтому, еще раз говорю, вот сегодня 14 таких объектов на территории республики строится. Ну и, конечно, не будем забывать, задача поставлена до конца года завершить строительные работы по крупнейшему проекту нашего здравоохранения, это онкологический центр. Вот. Там большая, серьезная работа идет. Хотел бы поблагодарить и правительство Российской Федерации за поддержку. Вот буквально совсем недавно личным решением премьер-министра страны Михаила Владимировича Мишустина выделен еще дополнительный 1 260 000 000 рублей на завершение строительства. Долго этот вопрос ставился. В прошлом году я к нему обращался. Но вот после, как говорится, большой серьезной работы по обоснованию цифр, по прохождению экспертизы, цифра утверждена, деньги выделены. Так? Наша сейчас главная задача — это чтобы все оборудование сюда поступило, было смонтировано, чтобы строительные работы были завершены, и объект, крайне нужный для нашей республики, уже со следующего года заработал в интересах якутян. 13 ноября вся Якутия отмечала день рождения первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева. Вот вами подписан указ об увековечении памяти выдающегося сына якутского народа. Что включает в себя этот документ? Как я и обещал, именно в день рождения нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева я подписал указ об увековечении его имени. Конечно, эта будет работа продолжаться многие годы, но основные направления в этом указе уже заложены. Это и появление мемориального комплекса на его родине в Актемцах, это и установка памятника в центральном округе города Якутска. Сейчас как раз по месту установки идет работа и республиканских органов власти, и городской администрации. Это переименование автодорожной улицы в проспект имени Михаила Ефимовича Николаева. Многие говорят, можно было другую улицу называть, например, более такую оживленную и так далее, но я как считаю, что именно улица Автодорожная — это будущее нашего города.
Вдоль него сейчас строятся новые жилые комплексы, строится будет межвузовский кампус, появится вот новый как раз кинопавильон полного цикла. В целом вот эта вся территория будет полностью меняться в последующие годы и станет одним из украшений в целом это нашей столицы. И, конечно, я считаю, что как раз имя Михаила Ефимовича Николаева должно вот этот район весь украсить, проспект его имени. Ряд наград установлен, в том числе установлена будет специальная государственная награда во славу и честь республики, да, который будет посвящен памяти Михаила Ефимовича. Та премия, которую он раньше вручал от своего фонда для учащихся, студентов, учителей, она сейчас уже станет такой государственной, которая будет вручаться как раз тоже ежегодно в день его рождения. 27 сентября на его родине, в Актемцах, в центре, Николаев центре, будет теперь проводиться торжественное заседание общественности и руководства республики, посвященную Дни государственности. Есть и ряд других мероприятий. Хотел бы еще назвать игры «Дети Азии», то мероприятие спортивное, международное, которое Михаил Ефимович придумал в далеком 1996 году, и сегодня они стали реально украшением уже, знаете, вот спортивной жизни и нашей страны, и всей Азии. Мы тоже посчитали, что нужно будет учредить специальный приз, кубок имени первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева, который будет вручаться самому юному победителю игр «Дети Азии». Вот с 2024 года, как раз когда мы 8-е летние игры «Дети Азии» вместе проведем, вот как раз такой приз уже будет вручаться. И, конечно же, еще раз хочу сказать, что память о нашем первом президенте, она всегда с нами, всегда в наших сердцах, и мы будем делать все, чтобы память о нем пережила еще многие-многие поколения. Также в ноябре открылась масштабная международная выставка «Форум России» на ВДНХ. Особый интерес у посетителей вызвал 75-й павильон, где Якутия, без преувеличения, предстала во всей красе. Александр Сергеевич, что вам больше всего понравилось в презентации Якутии на выставке «Форуме России»? Я очень рад, во-первых, что такая выставка «Форум Россия» у нас появился, что все регионы наконец-то могут в одном месте собраться, показать друг друга, в хорошем смысле представить свои достижения, свою историю, свою кулинарию, кто представляет, да, свои традиции культурные, свои достижения инновационные. Огромный интерес. К нашей выставке он был огромен. Реально там на экспозицию было очень трудно пройти, да. Было очень много людей из других субъектов, было много якутян, которые живут в Москве. И вся наша экспозиция, она шла как раз под тем смыслом, что мы как раз, не забывая о нашем прошлом, бережно сохраняя наши культурные традиции, сегодня их развивая, уже осмысляя через новые технологии, мы создаем наше будущее. Будущее в составе нашей великой страны, великой России. И эта идея как раз через Олонхо, философию Олонхо, она очень хорошо подается и очень хорошо людям заходит. Был просто очень хороший такой день, было множество мероприятий. И выставка работает долго, до 12 апреля, поэтому уверен, что много еще десятков, сотен тысяч людей ее посетит. И для меня, конечно, очень запомнилось то, что, наверное, кульминацией нашего дня Якутии, да, было групповое, сотенное исполнение песни про танк «Алеша» в исполнении оркестра Министерства обороны при поддержке Конного, который эту песню написал, сам исполнил ее, известный российский исполнитель. И, конечно, то, что наши ребята там были, командир Александр Леваков, танка «Алеша», и наш Алексей Неустроев, которых командование смогло отправить на это мероприятие, тоже, украсило все это мероприятие. Конечно, для меня было очень волнительно то, что приехали в гости дети из города Кировска, Донецкой Народной Республики, которые мы восстанавливаем. Они тоже приобщились
к нашей Якутии, к нашей культуре через посещение нашей выставки. Дети были очень рады, довольны. Но вот я потом, когда в Кировское приехал, мне уже и родители, и учителя, руководство города передавало огромную благодарность Якутии и за помощь по восстановлению Кировска, и за то, что вот уже дети наши начинают дружить. И это говорит о том, что дружба между нашими регионами есть огромное будущее. Антон Сергеевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, глава Якутии Айсан Николаев озвучил некоторые итоги работы в ноябре. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.